onu kiri bir tarafına, hasta улугуна. Мен это иногда улахан важнейшее открытие делает. То, беги того хахаммат археологический ретаммет баратын нарокка тахарахтахтык, историяги биряхтахтык. То арантаските сери кыргыз юэтереден туар свидетельство бомбата. Это показывает этап развития якутского народа, якутского этноса. Определенный период его развития. Бегемота, мы привыкли к тому, что якуты живут по аласам только, как фермеры, разрозненно живут. Но они уже в 17 веке, в 17 уже веке, к приходу русских стали создавать некие, сейчас сложно сказать, какие-то урбанистические типы, но они уже стали создавать. То есть изнутри, в ходе исторического развития народа складывается поселкование. Это очень-очень важно для истории народа. Не разрозненное, а средоточие. Значит, были какие-то движущие силы, которые заставляли их группироваться. Были какие-то события, что-то заставляло их группироваться и создавать единый поселок. Но если мы обратимся к нашей истории, написанной истории 50-го, 40-го, 60-х, 70-х годов, мы нигде не найдем упоминания того, что были какие-то факторы, которые способствовали тому, что якуты группировались. Наоборот, у нас стереотип из статьи в статью, из книги в книгу переходит одно. Якуты были разобщены. Якуты жили по аласу. Редко из одного аласа в другой алас приезжали и общались. И там заводили просто разговоры, обмен информацией, как вся. Кто повоз. Он там и крестил, как все по-другому. И это был просто обмен информацией. Нет, они на самом деле обменялись. Только разрозненные данные мы где-то найдем. Например, у Сомоотто, который писал о том, что тогда, когда надо было спустить озера, якуты объединялись и создавали большие рабочие бригады. Вот. Значит, нам надо эти направления все более масштабно изучить. Но сидя, скажем, в архиве, сидя только в городе Якутске, мы это не сможем. А вот когда ассоциация наберет полную силу, тогда, когда у нас появятся, раньше говорили, члены-корреспонденты на местах, которые связывались с центром письменно, поэтому их называли члены-корреспонденты. Они сообщали о своих находках, писали, вот тут интересно, вот тут у нас то есть, вот это есть, тогда их говорили члены-корреспонденты. Потом их стали называть информантами, информанты. Ну а мы будем называть их уже членами ассоциации историков и краеведов, которым мы имеем с вами честь принадлежать.